Это открытие точно долгожданное. Поздравить курсантов Гурского кадетского корпуса лично приехал первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Дорогие воспитанники Гурского кадетского корпуса, преподавательский состав, руководство республики, родители. Хотел бы от себя лично, от лица руководства «Единой России» поздравить всех вас с сегодняшним знаменательным событием, с открытием этого прекрасного спортивного комплекса, полуолимпийского бассейна. Очень сложно представить, что буквально год назад на этом месте мы видели то, что сегодня изображено на этом баннере. И через год вот такой прекрасный объект сегодня открывается. Мы с вами встречаемся в преддверии одного из главных государственных праздников Российской Федерации, Дня России. И, пользуясь случаем, я хотел бы именно воспитанников Гурского кадетского корпуса поздравить с этим знаменательным событием. Дорогие товарищи, желаю вам быть достойными памяти наших предков, которые отдавали свою жизнь на полях сражений Великой Отечественной войны, защищая нашу Родину. Памяти наших предков, которые в послевоенные годы восстанавливали народное хозяйство нашей страны. Памяти наших бойцов, солдат, офицеров, генералов, которые сегодня в условиях специальной военной операции, которую Российская Федерация проводит на территории Украины, доблестно и с честью несут свой воинский долг. С праздником вас! С Днем Российской Федерации! Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов уверен, что открытие бассейна позволит повысить перспективы военной карьеры для кадетов. Ведь они – это безопасное будущее нашей страны. Поэтому особенно важно готовить профессионалов. Событие для наших кадетов, для наших будущих солдат, офицеров и, надеюсь, генералов тоже. Потому что у нас та ситуация, которая складывается в жизни, в стране, и есть ситуации, которые необходимо воспитывать именно патриотизм. Как Владимир Владимирович Путин сказал, патриотизм – это те ценности, на что он опирается. Все задаются вопросом. Именно патриотизм – это наша духовная составляющая. Наши ценности, на чем основывается наша семья, наша религия. У нас в этом плане подрастающее поколение понимает, для чего она учится, куда она стремится и на какое у нас будущее. Сегодня многие выполняют, наши ребята, в том числе ребята со всей России, специальную операцию. Там серьезная ситуация, и это стратегическую задачу сегодня решают, чтобы завтра никакие фашисты или националисты, чтобы они не вздумали даже какую-то пять земли зайти просто. Для этого у нас есть и будущее наше, которое здесь. Это важно сегодня, потому что у нас есть корабль «Ингушетия» в составе Черноморского флота. И там, я надеюсь, с помощью их бассейна, плавать надо учиться, чтобы мы могли. В последующем мы даже говорили и с МЧС, специалисты и в МВД, которые здесь глубина позволяет 3 метра. Может быть, мы специалистов дайвинг, оборудование возьмем, будем подготавливать и подводников, специалистов. И благодаря нашему депутату Барахову Бекхану, который в действительности взял на себя ответственность и инвестиционная составляющая, и сегодня притворил и будет притворять дальше решения, которые мы принимали. Облагородить прилегающую территорию, конечно, нельзя без полосы препятствий, потому что нормативы-то надо сдавать. И в последующем потом ТИР. Я надеюсь, что следующие выпускники следующего года, я надеюсь, уже будут у нас подготовленные солдаты и вверх по лестнице. Поэтому сегодня хочу поздравить и курсантов в первую очередь. Хочу поздравить их родителей. И надеюсь на самое доброе военная составляющая, честь и слава, чтобы России нашей вы ее держали и никогда не отпустили, как боевое знамя.
Идея строительства современного спорткомплекса принадлежит главе республики Махмуду Али Калиматову. Инициативу поддержал депутат Государственной Думы России Бехкам Барахоев. И вот долгожданный момент. Право перерезать красную ленту предоставили курсантам кадетского корпуса. Строительство тренировочно-плавательного комплекса началось летом прошлого года. Здесь использовали самые передовые технологии и инновационное оборудование. Андрей Турчак и Махмуд Али Калиматов ознакомились с созданными для кадетов условиями. В данном спортивном объекте кадетский корпус нуждался очень остро, так как сам компонент кадетского образования подразумевает проведение различных военно-спортивных игр, в том числе и с привлечением команд, участников, субъектов России. Сегодня мы такую возможность имеем, и хотел бы от имени личного состава кадетского корпуса поблагодарить главу республики за те усилия, которые они сегодня вкладывают в развитие кадетского движения республики. Уверен, что это даст определенный результат и станет большой инвестицией в развитие кадетского движения в России в целом. Мы очень ждали этого открытия. Хотели, чтобы было немного раньше, чтобы могли больше поучиться плаванию. В основном все кадеты, которые проваливают экзамены при поступлении в вузы, они проваливают их именно из-за плавания, так как нет подготовки по нормативам в республике. Открытие этого бассейна, я надеюсь, нам поможет подготовиться к этим нормативам. И я собираюсь поступить в военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга. Это единственная академия в России, и там также есть эти нормативы. Мы рады, что у нас на территории Горского кадетского корпуса открылся такой замечательный бассейн. И от всей души, от всех кадетов Горского кадетского корпуса хочется поблагодарить главу Республики Ингушетии Далрия Слушан Барков. И мы будем плавать, достигать дальнейших вершин и не переставать радовать нашу республику. Плавательный бассейн оснащен раздевалками, душевыми кабинами, оборудованы кабинеты для инструкторов и медиков. В каждом внутреннем помещении имеется теплый пол. На реализацию проекта было направлено порядка 150 миллионов рублей. 5 дорожек длиной 25 метров. Это не просто бассейн, а настоящий плавательный комплекс, который соответствует европейским стандартам и называется полуолимпийским. Здесь курсантов научат не просто плавать, занятия будут привлекать профессиональных дайверов. Условия действительно лучшие. Трехфазная фильтрация воды, которая соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и стандартам безопасности. Мощная вентиляция, усиленная теплоизоляция и противопожарная система. Новый бассейн может принять соревнования регионального, северокавказского и федерального значения. Современные условия и технические возможности делают объект универсальным. С этого дня кадеты начинают усиленную подготовку, которая уже скоро даст первые результаты. Комплекс построен в том числе для реализации одного из этапов подготовки кадетов к морской службе. В планах приобрести подводное снаряжение для обучения курсантов дайвингу. Это только начало. В планах построить еще один важный проект для будущих защитников Отечества. В действительности был такой, я когда начальника спросил нашего кадетского корпуса, а сколько у нас курсантов? 276. Я говорю, а сколько плавать умеет? 18 человек. Но понимаете, я с детства, я думаю, я родился уже плавал, поэтому в Сунже, вот в станице Лепсовской. Поэтому для меня, и как я в армии служил, для меня понимание, хоть я не в ВДВ, но в ВВ я служил, да, я понимаю, что такое армия. И я понял, что нам надо что-то делать. И тогда, когда у нас предвыборная кампания была, и, естественно, у нас в основном-то и парламент весь, и депутаты наши, ведущая сила у нас «Единая Россия», мы в этом плане взяли, переговорили, и тогда с депутатами, и как раз кандидат в депутаты, мы сюда приехали, и когда переговорили, и вот Бекхан сказал, что давайте я возьмусь и сделаю это. Вот. И вот считайте, что задача была поставлена «Единой России», потому что избирались от «Единой России». И вы знаете, что у нас 80% без всякого вот, наносного. Потому что Панфилов мне сказал, ни одной жалобы. Говорит, раньше, говорит, там караул, а сейчас, говорит, нет. Поэтому у нас и вот эта вот ситуация, которая сложилась, понимаете, она и подвигала к этому. И надо нам их строить, надо нам их делать. Потому что в действительности, это же сейчас вот спросит ребят, если вот здесь сесть с ними, для них это радость. Горский кадетский корпус – это единственное начальное военно-учебное заведение в республике. В 2021 году по поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова здесь проведен капитальный ремонт. Обновлены внутренние помещения, проведена в порядок система отопления. И не только. Сейчас такими современными условиями здесь строят большие планы. Рина Сычуева, Магомед Шаухалов. Новости 24.